Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Директор Государственного музея боевой славы имени Ардзенба Мзия Бия приветствовала всех участников и рассказала о том, что с предложением внедрить нововведение к руководству музея обратился Беслан Эшба. Директор подчеркнула, что ранее на совещаниях часто обсуждался этот вопрос. Сотрудники были вдохновлены опытом музеев в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове, и всегда присутствовало желание применить современные технологии в своем музее. 30 сентября минувшего года, в день нашей победы, в наш музей посетил Сергей Владимирович Кириенко вместе с членами нашего правительства во главе с президентом нашей республики Бадрой Гунба. И тут же было озвучено вот это вот просьба и желание наше о том, что мы хотели бы эти нововведения внести в наш музей. Сергей Владимирович, недолго думая, тут же отдал распоряжение мэру Нижнего Новгорода Шалабаеву Юрию Владимировичу приступить к разработке проекта. И вот наши дорогие друзья принялись за эту нелегкую работу, и мы почти подходим к финишной черте. Идея модернизировать музей появилась у Беслана Эшба, когда он был главой Сухума. Посетив музей СВО в Нижнем Новгороде, он захотел создать подобный проект в Абхазии. Беслан Эшба проинформировал участников, что под его руководством создана специальная государственная комиссия для организации, поддержки и оперативного принятия решений. Эта комиссия не является, неким органом, который принимает решения. Эта комиссия создана для того, чтобы обеспечивать всяческое содействие работе всех тех представленных экспертов, заслуженных лиц и так далее. Поэтому мы готовы взаимодействовать, готовы оперативно решать вопросы, которые могут стоять на пути. У нас с вами есть сроки. 30 сентября мы дали слово, что 30 сентября данный объект будет уже запущен. Мероприятие имеет большое значение для республики, подчеркнул министр культуры Даур Ковы. Музей боевой славы представляет собой не просто выставочное пространство, а центр сохранения исторической памяти. В музее бережно хранятся свидетельства борьбы народа Абхазии, а также отдается дань уважения братьям-добровольцам и всем, кто защищал свободу и независимость республики. Мы видим, как меняется мир, как меняются форматы восприятия информации. И чтобы остаться интересными для молодого поколения, чтобы эффективно вести работу по патриотическому воспитанию, мы должны говорить с молодежью на современном языке, используя передовые архитектурно-художественные и цифровые технологии. Нижний Новгород и Сухум – города-побратимы с 2011 года. И наши связи продолжают крепнуть, подчеркнула исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова. Она отметила, что в 2025 году реализовано 67 совместных мероприятий и запущен прямой авиарейс между Нижним Новгородом и Сухумом. Этим рейсом воспользовались более 3300 пассажиров. С 30 мая 2026 года рейсы возобновятся. Сейчас мы приступили к новому проекту, очень важному проекту «Путь героя», в рамках которого планируется создание интерактивного пространства музея боевой славы Владислава Григорьевича Ардзенба в городе-побратиме Сухум. Героическое прошлое и настоящее надежно соединяет наши страны и народы. И мы, как город-побратим Сухум, рады участвовать в создании современной музейной экспозиции, отражающей славный боевой путь патриотов Абхазии и России. Материалы для интерактивного пространства Музея боевой славы будет предоставлять абхазская сторона, отметила председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода Елена Пампаева. Наша задача правильно это преподнести, оформить и самое главное то, что оно будет содержать всю имеющуюся информацию. И эти материалы можно будет изменять, отметила она. Елена Пампаева провела для участников презентацию. Сейчас пока первое представление. Мы сегодня это будем обсуждать, акцентирую на этом внимание, потому что пока то, что мы собрали, мы представили вот таким образом. Первый зал будет предоставлен героям Великой Отечественной войны, и очень много экспонатов в музее уже сегодня хранится.
мы, конечно же, их оставляем, но при этом добавляем интерактивную часть. Участникам рассказали об архитектурно-художественной реализации проекта и о техническо-информационном наполнении экспозиции. В музее планируется открыть интерактивные залы, посвященные Великой Отечественной войне народа Абхазии, Владиславу Арзенбо и специальной военной операции. В целом концепция, направление мне безумно нравится. Нравится то, что можно развивать эту идею, можно дополнять, не умаляя. Нет, первое, знаете, когда мне посчастливилось попасть в подразделение интернациональной бригады, командир сказал такую вещь: каждый новый боец считает, что до него война была не так, а вот сейчас самая страшная. На самом деле война всегда страшная. И те войны, которые пережили наши предки, они дали нам возможность быть здесь и сейчас, сегодня с вами, общаться и творить, созидать. Вот все эти наши усилия наших старших товарищей, усилия наших ветеранов обобщить и сделать нечто, что привлечет молодых людей. Это основная задача, мне кажется. А так мы можем построить 200 музеев, куда никто не будет ходить. Более 2 часов длилась встреча. Участники высказывали свое мнение и делились видением того, как можно улучшить проект и сделать экспозицию еще более информативной и привлекательной для посетителей. Шазина Ханагу, Алексей Кухава, Абхазское телевидение.